Совещание открыл министр финансов Чеченской Республики Усман Расуханов. В своем докладе он озвучил основные направления налоговой и бюджетной политики на 2016 год. Прежде всего хочу поставить вас в известность, что в настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации на рассмотрении находится проект закона Российской Федерации об особенностях составления и утверждения проектов бюджета бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, подготовленный по итогам рабочих совещаний и принятых на них решений, связанных с нестабильностью экономической ситуации в стране, не дающих возможности качественного прогнозирования сценариев развития экономики страны на среднесрочную перспективу. Министр рассказал об основных направлениях бюджетной политики Чеченской Республики, о приоритетах расходов. Он отметил, что продолжается работа по повышению открытости и поднятости бюджетов. Специальная комиссия одобрила работу Минфина в части подхода к расчетам консолидированного бюджета. Затем в зале заседаний министерства состоялось подписание договора о взаимодействии между Чеченской Республикой и Крымом. Председатель Счетной палаты Чеченской Республики Ломали Ягьяев отметил, что подписание договора является большим событием для нашего региона. Ведь из всех субъектов страны представители Крыма заключили соглашение о взаимодействии именно с Чеченской Республикой. Благодаря авторитету той огромной работы, которую провел наш глава Республики Герой России Рамзан Ахматович с руководством Крыма, и какую мы посильную помощь оказывали в становлении Крыма. И руководство Крыма изъявило желание первым заключить договор о взаимодействии и сотрудничестве именно с Чеченской Республикой в России. В свою очередь, председатель Счетной палаты полуострова Анатолий Заиченко отметил, что пример возрождения и становления послевоенной республики не может не восхищать. Я скажу честно, нам, крымчанам, есть чему у вас поучиться. Поэтому мы, засучив рукава, очень большая честь для нас начинать наше сотрудничество с Чеченской Республикой. И уверен, что наши совместные дела будут во благо процветания и развития нашим двум регионам и России в целом. Анатолий Заиченко также отметил, что взаимное сотрудничество станет большим опытом для Крыма в плане расходования бюджетных средств. Сегодня, когда мы видим, что Российская Федерация нас приняла в свои объятия, нас поддерживает, так же поддерживает, как и вас. И то, что у нас есть колоссальная возможность возродить свой регион так, как это сделали вы, Чеченская Республика, граждане, люди, да, мы, конечно, понимаем, что без вашего опыта бесценного мы это сделать эффективно не сможем. Поэтому этот договор составлен с позиции, прежде всего, нашего контрольного органа. Ведь самое главное, что эффективное, рациональное, экономное и целесообразное использование средств. И, конечно, видя, сколько денег потрачено, и понимая, что эти деньги потрачены эффективно, рационально, при том, что было всякое, конечно, вы сами знаете, что не бывает идеальных ситуаций, не бывает идеальных условий. Но все-таки нам есть чему поучиться вас с точки зрения контроля. И мы это будем делать совместно с нашим коллегой. В завершении встречи участники совещания отметили, что подписанное соглашение пойдет на благо обоих регионов. Дагмара Касаева, Ильяс Сакаев. Новости.